Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как женщина обнаружила дома бездыханное тело своего мужа. Его обнаружили в ванной, как будто там что-то повредил. И как его смерть коснулась всех жителей подъезда. Покажем последствия попытки нетрезвого водителя Hyundai скрыться от автоинспекторов. Вы меня можете обмануть, вы прибор не отманите. А также нефтяная ферма в Пестричинском районе. Сотрудники подразделения экономической безопасности во время обследования территории обнаружили отвод из шланга высокого давления протяженностью не менее 3 километров. Что грозит мужчине за кражу черного золота? Это не только прямо сейчас. Тело 34-летнего мужчины обнаружили в квартире дома по улице Серова. Первыми тревогу забили соседи снизу. Их квартиру стало затапливать. Коммунальным службам никто не открыл. Страшная правда вскрылась только когда домой пришла супруга мужчины. Что стало причиной его смерти, узнавала Нафиса Минязова. О том, что стоны были предсмертные, соседи узнали гораздо позже. Сперва затопило квартиру этажом ниже. Когда с потолка ручьем потекла вода, ее жильцы вызвали коммунальные службы. И рассказали соседи сверху. Новые приехали сюда только в декабре минувшего года. Тем временем домой пришла жена скончавшегося мужчины. Увидела страшную картину и вызвала скорую помощь. Но медикам оставалось только констатировать смерть. Его обнаружили в ванной, как будто там что-то повредил. Там все, короче, даже не унитаз, все. Вот так все, короче. В крови? Все разрушено, получается. Да, и повредили что-то такое, чтобы вода залила первые этажи. То есть сейчас на первом этаже все затоплены, да? Да. После страшной находки на место происшествия вызвали полицейских. Начали с опроса соседей. Версии у них были самые разные. А кто кого убил? Я не знаю, кто кого убил, но говорят, что какой-то был мужчина, кто-то убил, но не женщина. Впрочем, прибывшая на место следственная оперативная группа не нашла на теле погибшего следов насильственной смерти. Гематомы, обнаруженные на теле, могли быть получены при падении. Точную причину смерти установит экспертиза. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Сильно нетрезвый водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел на трамвайные рельсы на улице Декабристов. Чуть раньше мужчина не подчинился требованиям автоинспекторов об остановке и только сильнее нажал на педаль газа. Сам водитель отрицал, что выпил перед тем, как сесть за руль, но подтвердить свои слова с помощью алкотестера не смог, хотя и очень старался. Алия Хайрудинова продолжит. Я же сказал, я ничего не знаю. Водитель Hyundai делал вид, что он ничего не знает, в аварию не попадал и спиртное не употреблял, хотя все факты были налицо. По предварительной версии, мужчина на улице Восстания не подчинился требованиям автоинспекторов об остановке. Нажав на педали газа, он попытался скрыться, но, проехав пару сотен метров, не справился с управлением и заехал на рельсы. Дальше двигаться не мог. В салоне иномарки находился пассажир, но что-то объяснить он был не в состоянии. При этом пытался убедить окружающих в том, что с водителем они не знакомы. А вы вместе выпивали? Ну. То есть вы его не знаете, вы хотите сказать? Такси? В каком смысле, наверное? Сами не знаете даже, что ли? Выпивали мужчины вместе или по отдельности, инспекторов не интересовало. Главное было определить состояние водителя Hyundai. С этим возникли трудности. Дуем. Вы прерываете. Я вам последнее предупреждение делал. Справиться с алкотестером, как и с управлением автомобиля, мужчина так и не смог. Дуйте. Вот вы дуете, вы прерываете. Нельзя прерывать. Ну, я не переживаю, я полностью дую. Давайте уж, ладно. Вы меня можете обмануть, вы прибор не отманите. Так как мужчина не смог пройти тест на месте, его повезли на медицинское освидетельствование. Если подозрения автоинспекторов подтвердятся, то за руль в ближайшие годы на законных основаниях он уже не сядет. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Мазда и два Опеля Астра, едущих в разных направлениях, столкнулись вечером на Горьковском шоссе. По предварительным данным, автоледи за рулем японской иномарки начала перестраиваться, не пропустив соседний автомобиль. После удара Опель по инерции выкатился навстречку. Что было потом, знает Айгуль Батрудинова. Столкновение 3 автомобилей стало причиной серьезного затора на выезде из города и серьезно затруднило движение в обратную сторону. Дорогу не поделили черный «Опель» и «Мазда». Оба автомобиля ехали в одном направлении, пока женщина-водитель последней не начала перестраиваться. «Мазда» ехала по правой полосе, «Опель» по левой полосе. И просто перестроилась. Вот
это пятерка справа. То есть она кривой, и все, ее развернул на встречку. «Опель» от столкновения откинула чуть левее на едущий навстречу автомобиль той же марки. Они притерлись боками. Впрочем, автоледи, управлявшая «Маздой», свою вину не признавала. А вину признала? Нет, она думает, наверное. Я думаю, что она думает, что она права. Она же сказала, как я включил поворотник. А если я включил поворотник, это значит все. Все водители остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции, чтобы определить степень вины каждого автомобилиста. Возможно, поможет им в этом видеорегистратор, запечатлевший момент аварии. Ой-ой. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Массовой аварией обернулась невнимательность женщины за рулем автомобиля Nissan Almera. Выезжая с прилегающей территории на проспект Фатыха Амирхана, она не пропустила «Ладу Веста». Чуть позже в них въехал Subaru, который по касательной задел еще и транзитный микроавтобус. С места аварий Нафиса Минязова. Вы не заметили? Это все, что смогла сказать предполагаемая виновница аварии. Очевидцы рассказали, что она выезжала со второстепенной дороги на проспект Амирхана. По сторонам, похоже, не смотрела. И в следующую секунду ее протаранил едущий по главной дороге автомобиль «Лада Веста». А чуть позже в них врезался и водитель «Субару». Передо мной выскочил «Ларгус». Вот, я от него уворачивался, и тут уже «Веста» была. Он протаранил сначала столкнувшиеся автомобили, затем по касательной задел микроавтобус «Мерседес». Степень вины каждого из водителей предстоит выяснить автоинспекторам. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. 13 килограммов наркотиков изъяли автоинспекторы в Набережных Челнах. На посту полиции они остановили БМВ для рядовой проверки документов. Но 22-летний водитель стал так нервничать, что не проверить его машину полицейские просто не могли. Интуиция их не подвела. С оперативной информацией Салават Мухаммадуллин. Из этого пакета оперативники достали 30 свертков с порошкообразным веществом. Все это было спрятано под капотом БМВ, которую управлял 22-летний молодой человек. Он сразу признался, везет наркотики из Санкт-Петербурга в Новосибирск. По пути, по заданию неизвестного ему мужчины, должен был сделать закладки в Казани, Набережных Челнах, Челябинске и Омске. Координаты тайников сохранял в телефоне. Это сильно облегчило оперативникам поиск закладок. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на трассе М7 изъято 2 тайниковые закладки массой 595 и 996 грамм. В Пестрочинском районе изъята 1 тайниковая закладка массой 499 грамм. Из тайников, расположенных в лесном массиве автодороги Йошкар-Ола-Казань, изъято еще почти 500 грамм мефедрона. Всего правоохранители изъяли у молодого человека без малого 13 килограммов наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело. Закон за сбыт запрещенных веществ в крупном размере предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Салават Мухаммадуллин, Нафиса Минязова, вызов 112. 62 сотовых телефона, 20 сим-карт и 10 упаковок дрожжей пытались провести в 8-ю исправительную колонию Альметьевска. Незаконную передачу обнаружили в автомобиле «Газель». Водитель привез на режимную территорию брусья для цеха по изготовлению мебели. Шофер признался, за вознаграждение договорился с одним из осужденных привезти посылку. На него составили административный материал, а осужденного, возможно, переведут в более строгие условия отбывания наказания. Нефтяную ферму обнаружили полицейские в Пестричинском районе. Сперва стражи порядка нашли незаконную врезку в нефтепровод в селе Карповка. Черное золото оттуда по шлангу текло в емкости на ферме. Подозреваемого задержали там же. Об ущербе и вероятном наказании Вероника Гайнудинова. С виду обычная ферма, но в одном из ее помещений был тайник с черным золотом. Полицейские обнаружили его после того, как в селе Карповка Пестричинского района нашли незаконную врезку на магистральном нефтепроводе. Все пути вели к сельскому хозяйству. Сотрудники подразделения экономической безопасности во время обследования территории обнаружили отвод из шланга высокого давления протяженностью не менее 3 километров, который был выведен в помещение на территории одного из сельских хозяйств. Нефть хранилась в 2 емкостях объемом 50 кубометров каждая. Ущерб оценивается как минимум в 2 миллиона рублей. На территории фермы задержали и подозреваемого. На время следствия его заключили под стражу. Если вину по статье кража докажут, ему грозит провести за решеткой до 6 лет. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.